Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня у нас гадание на беременность. То есть, насколько у вас есть хорошие перспективы забеременеть в ближайший год от момента просмотра. И, значит, мы посмотрим с вами и состояние здоровья будущей матери, то есть вас, и готовность стать матерью, и будут ли проблемы с зачатием, с беременностью, произойдет ли зачатие в ближайший год, что сделать, чтобы произошло, как будут проходить и беременность, и роды, и состояние здоровья ребенка. То есть вот это все посмотрим. Гадать я буду на вот этой прекрасной колоде. У нас с вами будет 3 позиции. Лучше выбирать позицию по первой карте состояние здоровья будущей матери. То есть вы же знаете свое состояние здоровья или хотя бы примерно знаете. Что-то, какое-то ощущение же будет, что вот это ваша позиция. Поэтому лучше так выбирать, чем с помощью интуиции, потому что иногда она подводит людей, которые, ну, допустим, там не сильно связаны с развитием способностей. Да? Итак, ну иногда просто переживаешь сильно, там волнуешься из-за того, вот забеременею я или нет, и выбираешь не ту позицию. Притягиваешь, допустим, иногда свои страхи или еще что-то. Поэтому лучше ориентироваться по первой карте. Первая позиция — горный хрусталь. Вторая позиция — цитрин. Третья позиция — агат. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А дальше мы начинаем с первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Горный хрусталь, первый камень и первая карта — состояние здоровья ваше, да, будущей матери. Ну, может, вы не про себя спрашиваете, а про кого-то другого, но в любом случае. Шестерка пентаклей. А вот тут у нас даже изображение есть слона, женщины-слона, матери и ребенка как раз-таки. Вот. Ну, тут жирафы, то есть тоже как пара, да. Карта объединяет. Карта говорит о том, что да, действительно, состояние здоровья хорошее, нормальное, причем как ваше, так и, возможно, партнера. Вот, поэтому, да, эта карта показывает расположенность к тому, чтобы там беременеть, рожать, что все может пройти хорошо. Поэтому я бы сказала по первой позиции, по первой карте, что тут должны смотреть люди, у которых, в принципе, все нормально со здоровьем. И, возможно, вот раз около слонихи есть все-таки ребенок, да, что, может, у вас тоже есть ребенок. То есть, может, у вас уже есть там сколько-то детей или один ребенок. И, значит, организм способен производить, да. Но если даже нет, то видно, что, допустим, по этой карте всегда очень такое ровное состояние. Когда у человека, допустим, нет каких-то прям перебоев с гормонами, тазовые кости нормально сложены, потом, значит, нет каких-то сильных генетических нарушений, понимаете? То есть видно, что это вот такая карта прям хорошая. Хорошо, готовность стать матерью. Вот это мы смотрим подсознание, психику уже. А может, вы подсознательно отрицаете эту функцию, да? Может, вы вообще вот уже устали, может, у вас уже 4 детей, вы хотите 5-го, а вы устали вот подсознательно. Давайте посмотрим, вот что там в подсознании. Вы готовы стать матерью или не готовы? Жрица. Вот это интересно, мои дорогие. Потому что здесь на подсознание, на ваше, могут влиять магически. И если вдруг у вас что-то не получается, то это скорее какие-то проблемы, вызванные черной магией, могут быть из-за того, что жрица на подсознание выпала. Но вот про саму по себе готовность стать матерью по жрице, я так скажу, что какое-то холодное отношение подсознательное. Скорее, человек хотел бы по этой карте разобраться в себе, пожить для себя. То есть чувство, что если, мол, я стану матерью, ребенок отберет у меня, да, там вот это право. Быть собой, заниматься собой, любить себя, делать что-то для себя. Хотя на самом деле дети не мешают этому. Это же только у людей такое впечатление, вот мне придется о ком-то заботиться, да, и у меня не останется времени на себя или там на свою самореализацию.
Этого вы подсознательно можете бояться. Все зависит от того, как вы относитесь к детям. Вот у вас есть ребенок, да? Если вы относитесь к нему правильно, ребенок не будет забирать ваше время. Во-первых, когда ты кого-то любишь и от души, ты не думаешь, что ты тратишь на него какое-то время. Во-вторых, ну или там заботишься о нем. Во-вторых, если правильно выстроить отношения мать-ребенок, и вообще там отец, там семья, то и не так много забирает ребенок времени. Просто нужно его время расписать, да? А что он должен делать в течение дня? Даже если это грудной ребенок, у него есть расписание, да? Первые 3 месяца сложно. Но дальше у ребенка точно расписание все больше включает разных занятий, да? Поэтому вам не стоит бояться, если уж в подсознании вы думаете, что вдруг не останется времени на себя. Ну, так-то я здесь вижу больше, что, скорее всего, какое-то есть на вас влияние. Ну, или негативные есть программы по роду, допустим, или от семьи. Будут ли проблемы с зачатием, с беременностью? Давайте посмотрим. Влюбленные? Нет. Здесь не должно быть проблем, несмотря на ваше подсознание. Влюбленные очень хорошая для зачатия, для беременности карта. Показывает, проблем не будет. Но нужно быть в отношениях. Нужно поддерживать гармонию личных отношений. Тогда вы будете просто счастливы. И нужно объяснить, допустим, мужу, что он должен заботиться. Ну, как бы это ни так, ты должен обо мне заботиться, я беременна. Там, да? Нет, не так. А просто, что, да, действительно, у беременных женщин другие приоритеты, другие вкусы, может быть, меняется настроение. Если ты меня поддержишь, я буду очень рада. Вот так. Произойдет ли зачатие в течение года? Двойка пентаклей. Вот здесь интересно, мои дорогие. Как будто, чтобы произошло зачатие в течение года, нужно как-то жить более играючи, более счастливо. Почему? Потому что, когда человек накручивает проблему какую-то, он может оттягивать момент зачатия, ну, момент реализации там, да, своего желания. Если человек воспринимает что-то как идею фикс, он просто тормозит себе реализацию того, что он хочет. И карта, она говорит, вот мир это, так скажем, наше, вот окружающий мир это наше отражение, ну, вот нашего внутреннего состояния. И если вы будете просто радоваться жизни, расслабитесь, будете веселиться, кайфовать от жизни буквально, просто расслабитесь и не будете думать, там, ой, как будет зачатие, не зачатие. Просто живете и все. У вас обязательно произойдет зачатие, вот судя по этой карте. Но если, не дай бог, вы начнете вот это вот каждую ночь думать о том, сегодня произошло зачатие или нет, мерить тесты на беременность буквально каждые 5 минут. Если пошли там на критические дни, все, вы сразу в депрессии. Вот это все, это сразу же блокирует ваше зачатие. Поэтому думайте, а как вам жить лучше. Думайте. Что сделать, чтобы зачатие произошло и наступила беременность? Еще раз спрашиваю, хотя уже совет дала, да? Звезда. Видите? Пожелай и отпусти свое желание на волю. То есть желание это как легкое такое перышко, не знаю. Оно должно улететь во Вселенную, чтобы Вселенная его исполнила. Звезда это умение мечтать, но именно мечтать, а не думать о том, как ваша мечта не сбудется. Многие люди, мечтая, сразу же противовес себе устраивают. Я мечтаю, но это просто зря, им ничего не получится. А нужно размечтаться, мои дорогие, размечтаться и отпустить желание, а потом забыть про него. Вот и все. Мол, на волю Бога, на волю Вселенной отпускаю. Как будет проходить беременность? Рыцарь кубков. Да нормально, хорошо, гармонично. Вы вот видите, в гармонии с собой. Даже, может, чем-то подвижным действительно будете заниматься, как вот тут. Видите, как что-то типа танца, да? Плюс такая радуга. В принципе, счастливая беременность, все нормально. Ну, конечно, не бывает идеальных беременностей. Бывает первый триместр тошнит и такое неприятное состояние. Кто-то это, кстати, очень кайфует, наоборот. Вот, смотрите, меня тошнит, там, да, позаботьтесь обо мне, ой, беременность у меня.
То есть наоборот воспринимает. Кто-то говорит, ну что, чтоб я еще раз. То есть каждый по-своему. Но в любом случае вы как-то в гармонии идете с собой. То есть вы будете довольны, видимо, тем, что вы забеременели. И радоваться жизни, продолжать. То есть расклад вам это все время советует. Может, вы возьмете на вооружение, да? И просто, когда забеременеете, продолжите радоваться жизни. Вот и все. Состояние здоровья ребенка. 9 пентаклей. Абсолютно нормально. Абсолютно. Здоровый, нормальный, обычный ребенок. 9 пентаклей показывает лучше, чем даже ожидали. Вот так. Даже если это поздняя беременность. Очень хорошее ровное состояние. Ну и как будут проходить роды? Паж кубков. Хорошо. Хорошо. Может, связано с водой. Ну, знаете, сейчас модно. Роды в воде. Но это не... Я вам не советую. Я вообще такое не люблю. Эти все... То, что люди придумывают, это... Я не всегда принимаю это, честно. Мне кажется, а вдруг что-то опасно? Вода же... Сколько ее надо кипятить, чтобы она там... Вот. Ну, кто-то считает естественно. Вот рожать в воде, типа... Может, просто паж кубков говорит, что воды много вытекает там, да, при беременности накапливаются воды, и когда ты рожаешь, ну, реально, вот я когда рожала, у меня было жутко много воды, прям много. И вот тут то же самое, может, вы там просто с водой связано то, что воды много. Но роды пройдут абсолютно нормально, естественным путем. Здесь не показано ни кесарево сечение, ни... Даже иногда не обезболивание. Ну, хотя если обезболивание сейчас такое в спину, да, вот это делают. В принципе, это ничего же вроде люди переживают нормально. Конечно, бывают там разные неприятные случаи, но чаще всего нормально все, да. Кто-то, ну, большая часть сейчас обезболивает роды. Причем решение принимается заранее. Если уже не обезболили, процесс остановить нельзя, как вы знаете, передумать тоже. Поэтому тут надо хорошо подумать. Вот. Ну, самые обычные роды – это естественные роды, да, а все остальное, ну, это уже вам решать. Но видно по карте, что все хорошо. Ну, вот такой ответ у нас по первой, значит, позиции. Как вы помните, нужно было узнать себя по первой карте, да. Не забывайте вот о том, что вы должны в первой карте себя узнавать, иначе нет смысла вообще ничего этого. Цитрин. И первая карта – состояние здоровья будущей матери. Вторая позиция. 5 пентаклей. А вот здесь, мои дорогие, проблемка. Тут точно по здоровью есть проблема. Во-первых, человек по этой карте мог переживать какие-то серьезные заболевания. И они могут оставаться в какой-то хронической форме. Или у вас, допустим, ремиссия, но это не значит, что заболевание прошло окончательно. Риск очевиден, да, по этой карте риск. А потом, значит, гинекологическое заболевание, конечно, могут быть там вовсю, да, разные, гормональные сбои, и когда-то переохлаждение произошло, и теперь проблемы, да, в там, яичниках, придатках, что угодно. Там проблема, да, там проблема. Человек по этой карте очень трудно и зачатие может, да, как сказать, проводить, и сама по себе беременность может прерываться по этой карте. Но чаще всего отсутствие зачатия. Вот что ни крути, как ни крути, пытаюсь и нет. Да. Но бывает такое, что замершая беременность по этой карте часто. То есть, что уже переживали замершую беременность. Или вот отсутствие зачатия, полный глушняк и все. То есть, что-то проблемы явно тут, ну, конкретные присутствуют по 5 пентаклей. Она такая нехорошая прям карта всегда для состояния здоровья именно при беременности. Она, в принципе, для состояния здоровья, я вам скажу, не очень такая карта. То есть, да, у вас не расположен организм сейчас, чтобы рожать. Или там зачатие делать. Это факт. Готовность стать матерью. Подсознательная какая у вас? Видите, 13-й аркан. Никакая. Отрицание идет полное. Возможно, на вас есть негатив, связанный с миром мертвых. Энергия уходит вниз. Это по обеим картам видно. Очень тяжелые карты. 13-й аркан – это связь с миром мертвых.
Поэтому, может, в подсознании уже сидит такое, что мне ничего не получается, или была замершая там, да, беременность, вот это уже связь с миром мертвых, или были какие-то выкидыши, аборты и все такое. Это уже связь идет с миром мертвых, потому что каждый раз ребенок-то все равно это ребенок. Хоть и клеточка там и все, но это все равно, даже если вот прерывание произошло как по каким-то причинам, связь уже пошла. Вот. Ну и подсознательно идет отрицание, я уже ничего не хочу. Иногда по этой карте идет уже полнейшее смирение даже, подсознательно. У меня не получится уже, я точно знаю, и все. Но да, это карта-индикатор, конечно, что на вас была совершена очень сильная порча через кладбище. Возможно, привязан мертвый дух, и он не, ну, это просто все не дает, да. То есть какая-то серьезная, может быть, черная магия, которая, ну, нарушила ваше здоровье когда-то. Давно. Даже, может, давно быть, старела. Бывают проклятия очень сильные по роду, мол, этот род должен прекратиться, и все, и трава не расти. Но это уже там надо разбирать уже конкретно, потому что это общий расклад. Будут ли проблемы с зачатием, беременностью в ближайший год? Давайте посмотрим. Будут ли проблемы? Шут. Шут – это высвобожденная энергия. Это энергия ребенка как раз-таки. Возможно, вы найдете в ближайший год новый способ, да, решить ваши проблемы и новый путь. Может, даже куда-то поедете. Шут – это проба нового способа, чтобы зачать и чтобы проходила нормальная беременность. Вот так. Шут – это ребенок, это индикатор ребенка, поэтому в ближайший год что-то, да, может получиться, судя по этой карте. То есть давайте посмотрим, произойдет ли зачатие в течение года. Однозначно сила, да. То есть сила – это когда ты силой что-то преодолеваешь. Но да, ты смог. То есть вот эта карта, она говорит, вы обретаете силу, а шут показывает именно высвобожденную энергию, то есть вот ваша вот эта блокировка. Может, вы что-то будете делать, может, обращаться к кому-то или еще что-то, или молиться, не знаю. Может, ваше проклятие там будет снято, или порча почищенная, или вы куда-то обратитесь, да, чтобы вот что-то сделали. Мы, допустим, тоже занимаемся чистками, если что, можете к нам обращаться, потому что тут видно, что идет в течение года очень мощный такой выброс, да, энергии, шут. И новый путь, может, новый способ от врачей, допустим, да, вот после того, как вы снимаете блокировку, бывает такой раз и какой-то новый способ от врачей, чтобы забеременеть и все, что все получается. Может, сами по себе работаете со своим подсознанием, со здоровьем, с врачами, да. Может, дело не в порче, потому что у каждого своя индивидуальная ситуация. И просто идет раз, и вот новая возможность, и все, и сила, да, зачатие в ближайший год будет. Но каким-то вот путем складывается так обстоятельства, что в ближайший год зачатие произойдет. Что сделать, чтобы зачатие произошло и наступила беременность? Маг. Вот видите, к магу обращаться может быть, да, с одной стороны, если вдруг вы подозреваете, у вас все-таки негатив. С другой стороны, маг показывает делать, то есть не отступать. Быть активным, стараться работать над этим, с врачами работать, нового врача может найти, новый способ найти, искать, стараться, и тогда получится. Но вот без инициативы, без активности ничего не выйдет. Ничего. То есть вам нужно направленное вот такое действие, энергия в цель. Я хочу, я творец своей судьбы, я могу. Я могу это преодолеть. Вот вчера буквально смотрела ролик, как мать пообещала Богу, что если она очень долго не могла забеременеть, если он даст ей все-таки, чтобы она забеременела, а чудеса Бог только может исполнять, любые чудеса. Вот я, когда пишу письмо Богу, иногда бывают чудеса тоже. И вот он дал ей сына. Она родила и поползла. Ребенок на ней, как на лошади, ехал. Она поползла ползком в храм, да. То есть вот она пообещала, я поползу, и она поползла.
Главное выполнять обещания. Если ты что-то пообещаешь Богу взамен, да, ты должен это выполнить. Ты должен. Но маг, он может это показывать, что да, я могу договориться с Богом. То есть кто у нас творец своей судьбы? Тот, кто договорился с высшими силами. Поэтому, ну вот, вчера прям буквально смотрела. Она пообещала, я поползу на коленях в храм, если ты мне дашь ребенка. И он ей дал. И она поползла. Это вообще там снимали видео, все там в шоке. Но это нормально. Вот на Востоке это нормально. На Востоке и среди многих народностей, вот в Индии, например, это очень нормально, что ты должен выполнить, и ты это выполнишь, и никто даже, может, и не будет, ну, тебе поаплодирует, но не будет смеяться над тобой. Вот. Некоторые вещи, да, надо уметь понять, а что хотят от тебя высшие силы. Если ты понял, ты должен это сделать. Как будет проходить беременность? Рыцарь Пентаклей нормально, спокойно. Вот именно слово «спокойно», да. Ну, карта показывает медленное продвижение. Может быть, слишком тихо. Может быть, слишком как-то плавно. Может, вы решите, что раз вам дает Бог все-таки, да, беременность, то не надо шевелиться, сильно скакать. Ну, это правильное решение, я вам скажу. Человек, который долго ждал беременности, не должен нигде скакать, не должен нигде там на велосипеде ездить в горах или что-нибудь в этом духе. То есть там ходить на зумба, да, зумба. Не надо это ничего делать. То есть нужно тихо себя вести, это правильно. Но хорошо будет проходить. Состояние здоровья ребенка. 6 кубков. Детское обычное состояние здоровья. Вот опять указание идет именно на ребенка. 6 кубков – это карта очень сильно связанная с детством. Поэтому такое обычное состояние. Вот. Не сказать, что это там будет супер здоровый ребенок, там богатырь. И опять же, хилый и больной тоже его не назовешь. Средний, обычный ребенок. Возможно, даже девочка. Дальше, значит, как будут проходить роды. 5 мечей. Вот здесь, мои дорогие, проблема. Возможно, кесарево сечение. Или просто роды тяжелые такие, ну, тяжеловатые, как, ну. Я вам так, знаете, совет даже дам. Если вам начнут предлагать кесарево сечение, вам, наверное, лучше согласиться. Потому что сами роды, они трудные. Ну, 5 мечей, конечно, трудные. И может лучше, ну, если вы там теряете мужество, да, там, боитесь и все такое, может лучше уж кесарево. Ну да, месяц стоять вроде там только, да, нельзя сидеть месяц, там только лежать и стоять вроде. Но опять же, уснула, проснулась, ребенок у тебя. Все зашито, все хорошо. Сейчас, да, говорят, даже маленький такой делают шов. Совсем маленький, что нет такого разреза сверху донизу. Вот, поэтому может лучше так. Согласиться уже все с врачами. Потому что роды, когда они тяжелые, уж очень выматываешься. Ну, плюс все равно шить будут, но уже на живую, да, там никто не обезболивает, ничего. Ну, кто как. Кто как решает, кто как. Кто-то боится наркозов. Вот я, допустим, человек, который ужасно боится наркоза, да. И что ты сделаешь? Ну, ничего не сделаешь. Поэтому, допустим, если бы там меня это, я бы очень сильно подумала. Но я рожала сама. И это было, и швы были на живую, и все, ничего, уже все уже. Я даже не пикнула. Поэтому я вам так скажу, что у каждого свой выбор. Но мне никто никаких кесаревых не предлагал, конечно. Тогда и время было другое. Поэтому тут вам подумать надо. Все. Кто-то вообще 2 суток рожает. Ну, кто как, понимаете? Тут 16 часов, 12 часов. Кто-то быстрее 6 часов. Кто как. Тут вам надо с врачами будет обсуждать этот момент. Но видно, что все нормально так-то будет. Просто вот давайте еще карту даже достану на эту 5 мечей. Просто да, 5 мечей, конечно, сложновато. Но видите, солнце. Так-то все завершается, это вообще очень хорошо.
Очень хорошо. У вас такие старшие арканы хорошие. Сила, маг, солнце. Нет, все нормально будет. Просто, ну, учитывая ваше состояние и здоровье, и все, могут, конечно, быть и проблемки. Но это решаемая проблема. Вы не умрете, ничего такого. Ну, вот такой ответ у нас по второй позиции. Позиция третья. Агат. И первая карта — состояние здоровья будущей матери. По этой карте вы ориентируетесь. А насколько вы правильно выбрали-то свою позицию? 15-й аркан. Ну, я вам так скажу, что 15-й аркан хорошего здоровья никогда не показывал. Он может показывать в каком-то смысле у некоторых людей дьявольское здоровье, которое на удивление любому человеку, сколько бы человек ни прошел, типа остается хорошим. Но это настолько большая редкость, мои дорогие, прям большая редкость. Тем более, что мы тут спрашиваем именно состояние здоровья в плане беременности, в плане того, сможете вы зачать или нет. И, соответственно, я бы сказала, что это нехорошее здоровье. Вплоть до того, что могло что-то там быть внутри, кисты, опухоли, миомы, там вот такое все, что удалено, допустим, уже, или на удаление идет. Всякие уплотнения, всякие эндометриозы. Вот по этой карте очень часто встречаются генетические нарушения, проклятия разные. То есть здоровье плохое от чего? От черной магии может быть, потому что 15-й аркан выпал. У нас, кстати, сегодня прям блещет этим. На раскладе, да, вот такими картами. 15-й аркан, он очень часто показывает, что человеком манипулировали, как был какой-то у вас кукловод свой, да, или есть, остается. И это удар как по здоровью произошел, и могут быть любые проблемы, прям гормональные, гинекологические, всякие уплотнения, вот эти, которые сложно лечатся, да, и вот это все. Поэтому, ну могли быть раньше оперативные вмешательства, допустим, да, на животе, и это, допустим, отразилось на гинекологии. Или сидели на гормонах, отразилось, да. И также инсулинорезистентность вот эта вся тоже проходит по 15-му аркану. Почему? Потому что инсулинорезистентность человек чаще всего накусал, да, накушал. А почему он это сделал? Ну, его что-то психологически, конечно, вывело, но он впадает в едовую зависимость, как в пищевую зависимость. И это психическое, это очень сложно лечится. Даже это может быть. Поэтому, у вас какой-то сбой. Явно же сбой. И, скорее всего, да, проблемки. Часто по этой карте человек, может быть, и может зачать, но не может выносить, например. Ладно, давайте смотреть. Готовность стать матерью подсознательно какая. Рыцарь мечей. Идет, знаете, подсознательно отрицание с агрессией. Что это значит? Такое может быть как понимание, что зачем я выпущу еще одного человека в этот злобный мир, в котором все только мучаются. Я что, обреку его на мучение нового человека? Вот так. А потом у вас может быть злой муж по рыцарю мечей. Какой ему ребенок, если он его будет бить или там ругать очень сильно? Вы это подсознательно понимаете и отрицаете беременность. Сами обстоятельства жизни по рыцарю мечей могут быть такие. Бедность, там, плохие условия жизни. А решу ли я вообще вопрос с финансами, с работой? И начинается такое резкое отрицание, гнев даже подсознательно, что а зачем я буду мучить этого ребенка? Вот так прям. То есть готовность стать нулевая, я вам скажу. А будут ли проблемы с зачатием, беременностью? Давайте посмотрим. 9 мечей, да. Здесь проблемы идут депрессивного характера, с зачатием, с беременностью. Может даже быть отсутствие половой связи. Карта показывает то, что человек не может никак наладить свою жизнь.
И все эти карты показывают, что человек не может никак наладить вот свою жизнь так, как ему действительно хотелось бы. И это вводит его в состояние постоянной апатии, депрессии. Депрессивное состояние не дает гормонам правильно складываться в организме и давать, чтобы человек забеременел. Даже эко может не совсем помогать в такой ситуации. У вас сложный прогноз, я вам скажу. Я надеюсь, что вы ориентировались по первой карте состояние здоровья. Если там с вами резонировало, тогда это точно ваш расклад. Если не резонировало, смените позицию. Произойдет ли все-таки, может, чудесным образом зачатие в течение ближайшего года с момента просмотра? Колесо фортуны. Вот тут какой-то поворот судьбы идет, мои дорогие. Прям поворот судьбы, резкий, неожиданный. Давайте уточнять карту. Королева Пентаклей. Вы знаете, да. Вот несмотря на все вот это, и проблемы, да, действительно, и с зачатием, и с беременностью могут быть, но депрессивного характера, да, то есть когда человек нервничает слишком. Но зачатие в ближайший год произойдет обязательно. Да, в ближайший год именно зачатие. Я не сказала, что вы доносите обязательно и все такое, но королева Пентаклей, по сути, об этом говорит. Причем колесо фортуны резкий и неожиданный поворот судьбы. Да, здесь может все быть, но я бы хотела, чтобы вы все-таки разобрались, а насколько это надо и насколько это не мешает вашей жизни, или там действительно нет ли опасности для самого ребенка. То есть меня это немножко напугало, да, сам прогноз. Ладно, идем дальше. Что сделать, чтобы зачатие произошло и наступила беременность? Туз кубков. Выпускать эмоции. Туз кубков — это в принципе состояние любви. Любви к себе, любви ко Вселенной, любви к Богу, любви к людям. Любить вот всецело, я бы сказала. Плюс сами отношения, да, любовь, отношения, любовные отношения. В любви рай, счастье. Нет ругани, нет конфликтов, нет забитого состояния, а есть любовь именно. Вот вам это надо прям прокачивать в себе, любовь. Сама по себе энергия изобилия у вас должна быть налажена, то есть контакт нужен со Вселенной, да, именно прокачивать энергию изобилия. Вам нужно представлять, как поток изобилия и любви устремился в вашу жизнь. Медитация очень хорошо помогает здесь. Медитация, не зря она сидит здесь в позе лотоса, это действительно очень помогает. Плюс туз кубков — это священный Грааль. Что это значит? Вам будет искупаться в священных источниках, прикоснуться, может быть, к чудотворным всяким мощам, может, изображениям. Это тоже в своей религии посмотрите, что есть рядом. И посетите обязательно все эти места святые. Очень хорошо это помогает. Как будет проходить беременность? Восьмерка кубков. Вот здесь, видите, опасность есть для беременности. Вам нужно быть очень осторожными. Очень осторожными, чтобы беременность сохранилась. Вот. Но, в принципе, плавно, вот так, медленно как-то будет проходить. Может, чуть-чуть, опять же, у вас по нервам идет, да, такое, что, ой, иногда апатичное такое состояние. Ой, все, ничего не хочу. Не хочу ни есть, ни пить, ничего не хочу. Все отстаньте от меня. Я вообще тут лягу, полежу лицом к стене или пойду одна гулять куда-нибудь. Вот такое. Я не знаю, почему на вас это так влияет, но это какие-то гормоны могут быть. С другой стороны, если вы будете беременность проводить у моря, у воды, у озера, то она максимально хорошо пройдет. Вот. Ну, давайте теперь смотреть состояние здоровья ребенка. Десятка кубков. Хорошее состояние здоровья, поддержка семьи, все хорошо. Но по этой карте, да, может быть сначала как-то не совсем, ну там не очень сначала, а потом типа улучшение, тоже такое может быть. Потому что вы же знаете, что это карта радуга после дождя. Но я, знаете, как еще вижу, что если у вас будет мирное такое состояние, что вы не будете сильно нервничать, то состояние здоровья ребенка будет в несколько раз лучше, чем когда вы много нервничаете. Ну и как будут проходить роды? Башня. Хочу уточнить карту. Семерка пентаклей. Может быть, раньше срока.
8-й месяц, 7-й. Лишь бы не раньше, да. Карты показывают, что никаких нервных потрясений и никакой беготни за беременность. Потому что если вы начнете что-то такое, или кто-то вас будет доводить, вы родите раньше срока. Провоцирующих факторов вообще не должно быть у вас, чтобы родить нормально. И вам это прям нужно учитывать постоянно. Потому что у вас сложное здоровье, сложная ситуация. И мое мнение здесь, что чтобы все прошло хорошо, вам прям и обстановку надо сменить на более спокойную, и вообще окружение, не знаю, все что угодно. И поработать с собой предварительно, да. То есть прям, чтобы вот действительно не родить раньше. Потому что состояние здоровья ребенка напрямую зависит от того, что его вовремя родили. Сами знаете, недоношенные дети, действительно много болеют. И, как я вам говорила, да, а может там будет проблема, а потом улучшение. Если вы не будете раньше рожать, то все будет хорошо. А если раньше, то проблема, потом улучшение. Вот такой ответ для вас по 3-й позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии и до новых встреч.